Как собрать генеалогическое древо, что для этого необходимо и какие приложения следует использовать, рассказали уже в третий раз на лекции о родословной, которую проводит Национальный архив республики. Сложно ли найти всех родственников, выясняла наш корреспондент Ольга Лысак. Люди сотнями приходят на лекции по родословной, чтобы получить информацию о предках. Средний возраст слушателей 45-50 лет. Главную проблему в создании генеалогического древа архивисты видят в элементарной неподготовленности. Лектор Екатерина Сергиенко в первую очередь советует расспросить родственников. Только после этого обращаться к приложениям и сайтам. Дает людям возможность еще подготовиться, то есть говорит, с чего нужно начинать. Вот буквально в ее плане работы стоит первый пункт – это опросить родственников. Ну, вот вроде бы банальный такой пункт, да, но тем не менее многие об этом забывают и сразу хотят, допустим, прийти и уже собрать какую-то информацию. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 метров родословной собрала Лена Неустроева. Информацию искала по крупицам. Генеалогическое древо начала составлять 7 лет назад. К его созданию подтолкнули родовые цехи. Получается, родословная, она, оказывается, не заканчивается. Потому что жизнь продолжается. Кто-то приходит, кто-то уходит. И постоянно надо обновлять. Чем я и занимаюсь. И будете заниматься. Да, и буду заниматься, интересно. Лена сумела дойти до 7-го колена. У мужа древо получилось обширнее. Эта работа помогла ей не только узнать о корнях, но и собрать воедино семью, разлученную много лет назад. Ольга Лысак, Георгий Григорьев, Якутск.